Тело никогда не врет. Если тебя ноги не ведут на твою работу, значит, это не твоя работа. Значит, у тебя есть какое-то внутреннее качество, либо какой-то внутренний талант, который хочет раскрыться, а ты его заглушаешь. Твое тело хочет играть в футбол, да? А ты ходишь, ну, условно, я не знаю, что там, ну, там, я не знаю, какой-нибудь пример, да, там, ходишь в офис, там, выполняешь какую-то работу, да, а тело хочет активности, да, твой гормональный фон требует активности. Вот как раз-таки на курсе «Источник внутренней силы» сначала мы тестируем каждого человека на то, какие у него изначальные качества, да, то есть какие у него свойства организма, свойства гормонального фона, какие у него архетипы, какие у него там качества, темперамент и так далее. То есть что из себя представляет этот человек по нумерологии, то есть разбираем его дату рождения, то есть вообще что ему свойственно, какое у него предназначение и вообще тем ли он в жизни занимается, что ему не нравится. То есть раз человек пришел на курс, значит что-то он в своей жизни хочет изменить. И вот для того, чтобы это изменить, сначала мы делаем полную его распаковку. То есть что он в жизни делает не так, почему у него что-то на данный момент, на сегодняшний день не получается, и где ему нужно усилиться, в чем ему нужно поменять фокус, и на что нужно направить свое внимание, и направить вот это состояние счастья, и никогда с ним не разлучаться, то есть состояние счастья, оно здесь. Отдашь на прошлое, оно будет там. Вот такое ощущение, что человек всегда должен держать его при себе, вот представить, что вот здесь мое состояние счастья. Любой негативный разговор, оно уходит, да? Любая мечта лежа на диване без действий, оно тоже уходит. Поэтому все свое состояние счастья я желаю каждому человеку носить с собой и никуда это не отдавать. И только тогда у человека будут гармоничные отношения, будет гармоничное общение с детьми, будет экологичное воспитание своих детей, да? То есть будет понимание того, откуда происходят эмоции, откуда происходят там какие-то неудовлетворенности в жизни, и не будет возникать состояние депрессии вообще в принципе. Поэтому если такое состояние возникает, это тоже неплохо, то есть это показатель того, что подсознание подает сигнал: поменяйся, поменяй что-то в своей жизни. Ты делаешь то, что тебе не нравится, то, что не приносит твое счастье. Твое счастье куда-то убежало. И вот человеку в это время нужно просто остановиться. Остановиться и сделать переоценку своих ценностей, своих привычек, своего круга общения. Может, у него в кругу общения все такие же, с депрессией, которые не ощущают счастья, которым нужно счастье заглушить там, либо алкоголем, либо курением, либо там, перееданием, либо там, еще чем-нибудь. Да? Либо все вместе. Либо все вместе. Вот. Поэтому, чтобы вот этих вот потребностей не... Когда у человека есть внутреннее ощущение, что вот хожу я на работу, и мне это нравится. Вот общаюсь я с друзьями, и мне это нравится. Играю я с ребенком, и мне это нравится. Тогда не будет желания у человека заесть, запить, забегать. Ведь беготня – это тоже своего рода убегание от себя. Да, когда человеку постоянно надо что-то делать, лишь бы он не остался наедине с собой, и лишь бы он не начал ощущать эту внутреннюю боль. Да? Внутреннюю боль и вот это вот какое-то недостающее чувство некой тревожности. Поэтому очень удобно просто начать бегать, делать какие-то ненужные дела и заниматься достигаторством. Зато боли не чувствуется. Но это все своего рода убегание. А зачем это нужно? Это не нужно. Поэтому каждому нужно найти вот это счастье прямо сейчас, представить его в виде какого-то воздушного шарика, да, в виде какого-то резервуара, и оно вот прямо в центре вашего тела, оно находится здесь, прямо вот здесь, вот в серединке нашего тела, и нигде больше.
и концентрировать вот это состояние счастья на себе. Если человек самостоятельно это не может, то, естественно, есть специалисты. У меня есть канал в Телеграме, где бесплатно каждое утро мы проводим медитации. Да? То есть либо медитации, направленные на ощущение внутренней тишины, либо конкретные на проработку каких-то, там, проработка внутреннего ребенка, да? Сепарация с родителями. Это все немаловажно. То есть это очень важно каждому человеку выстроить правильные роли, да, в своей жизни, в своей семье, осчастливить своего внутреннего ребенка, да, то есть кто хочет счастья, кто хочет вкусняшек, кто хочет приключений, развлечений, внутренний ребенок, а кто заходит в депрессию, у кого внутренний ребенок этого ничего не получает. Да? А когда человек в ресурсе находится, да, то есть он находится в достатке, то есть у внутреннего ребенка все есть. Когда надо, его вывозят на море, да? Когда надо, ему дают там полезные сладости, там, фрукты, когда надо, ему покупают там туфли новые, да? То есть когда ему все достает, да, когда у него хватает на себя времени, да, тогда все хорошо. А когда внутренний ребенок чувствует, что, тут кто-то все бегает, там то курит, то пьет, а мне-то ничего не попадает, тогда происходит вот как раз-таки дефицит. Да? Дефицит того, что требуется человеку. То есть внутренний ребенок – это отражение вашего бессознательного, которое формирует слепок вашего тела. Да? И тело никогда не врет. Если человек говорит, что он счастлив, а у него глаза вот такие, там, рот там, я не знаю, тоже все время такой грустный, он вот так ходит, сгорбившись, то внутренний ребенок у этого человека точно несчастлив. Поэтому нужно все поставить на свои гармоничные правильные места. В этом как раз-таки помогает специалист. Через гипнотерапию это происходит намного быстрее. Через гипнотерапию человек погружается в то состояние, где он может напрямую разговаривать своим бессознательным, без слов, а через ощущения, через состояние. Поэтому гипнотерапия дает быстрейшие результаты, нежели просто беседы с психологом. Да? Конечно, если психолог опытный, да, если у него есть большая практика, если он умеет работать с состояниями, если он умеет завести человека в состояние счастья просто так, ничего ему не сказав, это, конечно, величайшая благодарность таким специалистам, да? Но, к сожалению, их немного, да? И, как правило, человеку нужно просто обратиться. Да, там, допустим, если мне что-то нужно, я беру свою страничку ВКонтакте и пишу: вот знаете, люди, вот мне нужно решить такой вопрос, и я просто обращаюсь. Да? Я не думаю, вот как мне решить этот вопрос, если я это никогда не знала и не делала, да, сама с собой. Как я могу решить этот вопрос? Конечно, я буду обращаться. И также каждый человек, если он чувствует, что он не может выйти из состояния, то есть если он каждый день приходит, и ему там не с детьми хочется своими играть, а выпить, да, или там не счастье, не в счастливых отношениях, допустим, побеседовать со своим партнером, а убежать куда-нибудь, там сказать: у меня курсы, извините, меня нету, да, то есть понятно, что у человека нету вот этих контактов, точек соприкосновения со своими элементарно с близкими людьми, да, то есть полно есть таких вот ситуаций, которые показывают, что человек не чувствует счастья в моменте. И каждый уже после нашего сегодняшнего диалога может найти в себе вот эти моменты, где да, наверное, я тоже не совсем чувствую вот в своей жизни счастье. И просто обратиться, да, за бесплатными какими-то консультациями, либо на платную консультацию, если уже есть решимость, да, и просто ему помогут. Главное не молчать и не варить это в себе, а начать просто действовать, начать искать людей, у которых уже это получилось, либо которые могут помочь.